Всем доброго утра, хорошего настроения. И снова с вами мы, Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. И сегодня мы, в эфире телеканала Фикутия-24 НВК Саха. По традиции, уже второй раз в этом году, конечно, встречаем это утро вместе с вами и готовим вас к новому рабочему дню. Не забываем, что также мы с вами целый день. У нас есть телеграм-канал, пожалуйста, QR-код вы видите на экране. Подписывайтесь, будете в курсе последних новостей, прогноза погоды раньше всех практически. Ну и, конечно, хорошего настроения. Всегда делимся сюжетами, новостями, вырезками из того, что вы могли пропустить, пока собирались на работу. Ну и хорошим настроением. Да, вчера мы надеялись, что будет потеплее. Потепление вроде бы наступило, но насколько, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, в центральных районах сегодня 45-33 ниже 0, в заречной группе 39-32 градуса холода. В южных 41-34 со знаком минус, в Вилюйской группе 53-49 градусов мороза. В Нижнеленских 49-43 ниже 0, в западных минус 50, минус 34 градуса. В Колымагирской группе Улусов минус 37, минус 27, в Янских 44-33 ниже 0. На северо-западе минус 51, минус 42 градуса. В столице в 6 часов утра температура воздуха составила 38 градусов ниже 0, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Сегодня днем облачно, без осадков, ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура днем составит минус 38, минус 37 градусов в Якутске. Так что будьте внимательны. Сегодня практически все в школу, актированных дней у нас только в районах. В районах, будьте внимательны, там, наверное, актированные дни могут быть, а в столице сегодня все учатся. Мы, кстати, обычно, когда говорим про актированные дни, в основном мы про Якутск говорим, Вот такое ощущение, что в других районах и минус 57, но там, видимо, скорее всего, все. Да, там тоже есть свои ограничения, будьте внимательны, потому что есть температуры критичные, конечно, детишек лучше оставить дома, а в столице сегодня тепло. Кстати, нет тумана. Относительно, я бы сказал, потому что так, судя по тому, что мы сейчас прочитали, все-таки такого сильного потепления нет. Но, тем не менее, не нужно забывать о том, что зима у нас долгая. А как согреться в морозы, давайте мы узнаем прямо сейчас. В период мороза врачи настоятельно советуют не голодать, ведь организму нужны силы. Но вместе с тем, вопреки распространенным на севере советам о пользе жирного мяса, специалисты рекомендуют все же воздержаться от лишних калорий. Вот этот миф о том, что греет жир, он немножко неверен. Мы имеем температуру тела постоянную тогда, когда у нас в принципе существует баланс внутри тела, то есть достаточно, например, того же гемоглобина. Если у вас мерзнут конечности, обратите на это внимание. Может быть, вам стоит просто пройти, проверить на анемию. Если у вас пониженная, сниженная энергия жизненная, низкий тонус, утомляемость, может быть, дело просто в том, что у вас понизился витамин D, то есть это тоже надо будет пойти к терапевту. То есть надо кушать как обычно. Что касается воды, пить ее много, как в жаркое летнее время, тоже не стоит. Допустим, человеку с невысоким ростом необходимо будет жидкость в какой-то степени даже ограничивать, литром, 1,5 литрами жидкости воды, для того, чтобы не тратить энергию на ее обогрев. Большое значение имеет одежда. Она должна быть многослойной и не обтягивающей. Между каждым слоем будет воздух, который согреет на улице. Что касается материалов, то предпочтение здесь нужно отдать натуральному. Чтобы не мерзнуть на улице, тоже нужно следовать определенным правилам. Как дышать правильно в мороз? В мороз холодный воздух может спровоцировать у нас бронхоспазм, либо коронароспазм, что может привести к сердечному приступу. Поэтому при выходе из теплого помещения рекомендуется либо прикрыть лицо шарфиком, чтобы сделать вдох, либо балаклаву, либо варежкой прикрыть, чтобы адаптироваться к холодному воздуху. Рекомендуется делать неглубокие вдохи через нос, чтобы воздух успел прогреться и не обжечь легочную ткань, чтобы не вызвать ее травму. Не глубоко, главное. Не глубоко мы дышим. Когда на улице очень холодно, обычно все люди начинают дышать через рот. Это интуитивно. И тогда уже рекомендуется дышать через неплотно сомкнутые губы. Мы тоже делаем неполный вдох. Неглубокий вдох и такой же выдох. Теперь, как мы должны ходить правильно? Размашисто, быстро, семеня. Нет, если мы делать будем интенсивную физическую нагрузку в виде очень активной ходьбы, то у нас увеличится тоже глубина дыхания, мы будем глубоко дышать, будем обжигать легочную ткань, увеличится теплопотери. Поэтому рекомендуется все-таки монотонный, равномерный шаг. Но шаг должен быть такой, он должен быть комфортный для человека. Если человек физически подготовленный, он может идти в быстром темпе.
Если человек не подготовленный, либо пожилой, ослабленный, можно идти в том темпе, который вам комфортен, который не вызывает одышку и не сбивается ваше дыхание. Размахивать руками надо? Можно. Мгм. А вот что делать, если ты долго стоишь на морозе или долго находишься на морозе, если ты замерз? Можно интенсивно ходить по остановке, похлопывать себя руками. Если ручки замерзли, можно их погреть под мышками. А, даже вот так. Да, в карманы спрятать руки. И все-таки ходить, не прыгать. останавливаясь. Да, не останавливаться, не прыгать, не поднимать тяжести. Вот такое вот не рекомендуется. Чтобы согреться, ни в коем случае нельзя пить алкоголь. Он расширяет сосуды, которые очень быстро отдают тепло, а восполнить его неоткуда. Итог – еще более быстрое переохлаждение. На прогулку можно взять с собой термос с горячим чаем или водой, чтобы согреться изнутри. Но я вам покажу один неочевидный, но действенный способ согреться. Сделаем якутский салют. Почему якутский? Потому что он получается только в минус 30 и ниже. Почему салют? Потому что хорошее настроение и эндорфины, гормоны счастья, помогут не хуже, чем все другие способы. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Но пока мы говорим о нашем якутском морозе, на другом полушарии у берегов Чили свой прохладный бриз Магелланового пролива. И именно в эти месяцы там происходит главное событие года. На острове Магдалена появляются на свет птенцы редких магеллановых пингвинов. Ну а чтобы увидеть это, туристы готовы преодолеть тысячи километров, но их встречает одно строгое правило. О том, как наблюдать, не навредив, в следующем нашем сюжете. Остров Магдалена в Магеллановом проливе – одно из немногих мест на планете, где человек может оказаться буквально в нескольких шагах от дикой природы, не нарушая ее хрупкой гармонии. Каждое лето с ноября по март сюда приплывают десятки тысяч магеллановых пингвинов, чтобы вывести потомство. И вслед за ними тысячи туристов со всего мира. Их встречает предупреждающая табличка. Территория природного памятника Лос Пингвинос. Главное правило здесь простое – наблюдать, но не вмешиваться. Туристы идут по строго ограниченным тропам, в то время как пингвины свободно пересекают их путь занятыми своими делами. Этот баланс – результат строгих правил и просвещения. Организаторы туров не просто доставляют людей на остров, они проводят настоящие уроки экологии прямо на борту парома, рассказывая об истории пролива, его обитателях и, самое главное, о необходимости сохранения этого уникального уголка. Я очень довольна. Это мой первый опыт посещения подобных мест. Природа невероятная. Я считаю, что очень важно сохранять виды морских обитателей, потому что эти животные никому не причиняют вреда. Для многих это первый и незабываемый опыт соседства с дикой природой. Туристы, как это гости, восхищаются невероятной природой и понимают свою ответственность. Во время экскурсии мы можем увидеть различные виды морских львов, китов, сезонных миграций и птиц, которые также очень распространены в Магеллановом проливе. Бакланов, альбатросов, буревестников и иногда пингвинов, которые могут появиться во время плавания. Экскурсия – это не только пингвины. По пути можно увидеть китов, морских львов и множество птиц. Но главная цель – это магеллановые пингвины. Вид, занесенный в Международную Красную книгу. Главной достопримечательностью всегда являются магеллановые пингвины. В дополнение к услугам, которые мы предоставляем на борту парома, мы рассказываем об истории Магелланова пролива. Посетители также получают знания о других видах, которые мы сегодня увидим, и обо всем, что связано с сохранением и защитой пингвинов. 5 часов путешествия, из которых всего 1 час на самой колонии. Это час тишины, созерцания и осознания хрупкости жизни. Пингвины высиживают яйца, кормят серых пушистых птенцов, которые к концу сезона должны будут уйти в океан. Эта экосистема уникальна для всего мира. Она очень ценная, и мы должны ее сохранить, чтобы все будущие поколения могли наслаждаться красотой природы и естественной средой обитания. Мы хотим защитить их, чтобы следующие поколения могли наслаждаться тем же, чем мы сейчас наслаждаемся.
Я думаю, что очень важно, чтобы все эти пингвины были вместе, потому что, когда сюда приходит все больше и больше людей, это может быть опасно, ведь это очень ценная среда, это их земля. И когда сюда приезжает много людей, которые хотят пообщаться с этими пингвинами, это может нанести вред окружающей среде. Поэтому важно держаться на расстоянии и понимать, что это очень священное место для всех этих пингвинов. Этот турист точно формулирует главную мысль. Остров – священное место для пингвинов и их дом. Наша задача не навредить, сохранить дистанцию и уважение. Из чего примерно состоит экскурсия? Она длится в общей сложности около 5 часов. Примерно 2 часа занимает путь из Пунта-Аренас на северо-запад в сторону Атлантического океана до острова Магдалена. 1 час на пребывание на острове и 2 часа на обратный путь. И вот час истек. Туристы возвращаются по деревянным настилам к парому, оставляя за спиной шумную колонию, старый маяк и понимание того, что истинная встреча с дикой природой возможна только тогда, когда ты готов ее беречь. Остров Магдалена – наглядный пример того, как туризм и охрана природы могут идти рука об руку. Но с прохладных близ антарктических берегов переносимся в наши теплые, уютные квартиры, чтобы окончательно проснуться и подготовиться к новому рабочему дню. Ну а поможет нам в этом наш тренер по йоге Виктория Чинова. Доброе утро, меня зовут Виктория Чинова, и я сертифицированный тренер по йоге. Сейчас мы с вами сделаем разминку, которая у нас будет действовать на пресс и на наши ноги. И первое упражнение: мы подходим к краю коврика, правой ножкой мы отшагиваем назад, регулируем угол 90 градусов, поднимаем ручки вверх, вдох, с выдохом опускаемся вниз к левой ноге, задняя ножка становится сильной, ручки соединяем сзади в замочек, оттягиваем назад, вдох, подтягиваемся вперед, с выдохом опускаемся к левому колену. Оттягиваем ручки назад, поднимаемся вверх, вдох, с выдохом, поза воина второго. Левое колено в угол 90 градусов, правая ножка заворачивается вовнутрь параллельно коврику. Поднимаем ручки вверх, вдох. И с выдохом, как будто держим большой-большой купол. Наклоняемся к левой ноге, вдох. С выдохом поднимаемся вперед. То же самое делаем на другую ножку. Подходим к краю коврика. Левой ножкой отшагиваем назад. Правая ножка в угол 90 градусов встает. Поднимаем ручки вверх, вдох. Вытягиваемся. Вытягиваем позвоночник вверх. Ручки подтягиваем вперед. Задняя ножка становится сильной. Затем ручки в замочек назад. Оттягиваем замочек, вдох. С выдохом опускаемся к правому колену, голову опускаем вниз. За замочком вытягиваем ручки вверх, вдох. С выдохом снова поднимаемся назад. Из этого положения поза воина 2. Левая ножка задняя параллельно коврику, правая под углом 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, таз вытягиваем вперед. Держим как будто бы большой купол, с выдохом. Наклон к правой ноге, вдох. Выдох. И заканчивая упражнение, возвращаем ножки к центру. Следующая позиция – балансовая поза дерева. Встаем мы ровно в тадасану, включаем икры, бедра, подкручиваем таз. Поднимаем правую ножку вверх к левому бедру. Правой ножкой толкаем в левое бедро и наоборот создаем сопротивление. Левой ножкой стоим хорошо, фиксируясь. Поднимаем ручки вверх, также вдох. Таз немножечко вперед. С выдохом опускаем ручки в намасте перед собой. И начинаем поднимать правую ножку над землей и вытягивать правую ножку назад. Пяточкой толкаем невидимую стену, а ручками тянемся вперед. Вдох. С выдохом возвращаемся на место.
Поменяем ножку. То же самое с левой ногой. Левая нога к правому бедру. Поднимаем ручки вверх. Вдох, вытягиваем позвоночник. Выдох. Отпускаем левую ножку. Ручки вытягиваются вперед. Левая ножка тянется назад. Пятка толкает невидимую стену. Голова вытягивается за макушку вперед. И возвращаемся на место. И завершаем мы нашу зарядку скруткой лежа на полу. Ложимся на пол. Ложимся мы так, чтобы у нас ножки шли в угол 90 градусов. Пяточка прижата к пяточке, пальчики ног к пальчикам ног. Левая ручка вытягивается по полу. Правой ручкой ложим сначала на левую ручку, и затем правой ручкой, разворачиваясь ручкой, поворачиваемся в правую сторону и поворачиваем голову в правую сторону дальше и притягиваемся правым плечом к полу. Коленки соединены, пальчики ног, пяточки соединены. Также поднимаем ручку вверх, возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и на другую сторону. Обе ножки прижаты друг к другу, пяточки ног и коленки. Ложимся на правый бок, правая ручка, левая ручка. Угол 90 градусов соблюдаем. Левая ручка теперь по полу вытягивается у нас в левую сторону, и головой мы, вытягиваясь, смотрим в левую сторону, прижимая левое плечо к полу. Правая ручка отталкивается у нас от пола назад. Вдох и выдох. Возвращаемся также в исходное положение. Отлично. На этом наше занятие сегодня подходит к концу. Увидимся в следующей программе. Доброе утро, дорогие коллеги, телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Новый год огненной лошади отметился для россиян изменением правил начисления единого пособия для семей с детьми. Отныне при его расчете не будут учитываться разовые выплаты от работодателей на рождение ребенка. Также не будет считаться и ежемесячная помощь жителям Курской области, которые потеряли свое жилье в результате атак. Получать пособие смогут семьи, чей доход будет не ниже 8 минимальных размеров оплаты труда за расчетный период. Таким образом, сумма будет примерно 216 744 рубля при показательном РОД в 27 093 рубля с 2026 года. С января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла составит 65 600 рублей. Как пояснили в Общественной палате России, за год можно приобрести максимум 8,7 баллов. Для назначения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов и 15 лет стажа. При этом закон позволяет докупить не более половины необходимого стажа 7,5 лет, за исключением самозанятых. С 1 марта этого года в России крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг официально переносится с 10 на 15 число месяца. Закон принят для удобства граждан. Перенос даты позволит оплачивать счета сразу после получения зарплаты, которая у многих россиян приходится на середину месяца. По мнению законодателей, это поможет жителям избежать случайных просрочек и начисления пений. Отчет правительства Якутии пройдет в традиционном очном формате и начнется в феврале. Глава Якутии поручил внимательно подготовить все материалы, принять график выездов во все районы республики. Якутяне должны получить подробные ответы на все волнующие их вопросы, отметил Айсен Николаев. Он обратил особое внимание на прохождение отопительного сезона, распорядился обеспечить доведение финансовых средств до предприятий ЖКХ. В Ленске закончен второй этап программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Более 220 домов расселено, большая часть снесены.
Пустующих на сегодняшний день остается 90. Их сносом администрация города занимается при поддержке районных властей. Достигнуто соглашение с подрядчиком по ремонту взлетной полосы, о его благотворительной помощи в сносе 20 домов. Главой города ведутся переговоры и с другими строительными компаниями и предприятиями. Перед началом возведения новостроек будут снесены аварийные дома. Так, в ближайшем будущем новостройки появятся около Дворца культуры «Юность», также в районе Центральной котельной. Сейчас мы процесс реализации договоров КРТ начали. Вот схему участков уже застройщики изготовили. Сейчас мы эти схемы утверждаем, выносим постановление, согласовываем с Управлением архитектуры республики. Вся эта процедура до заключения договора о КРТ занимает порядка 3,5-4 месяца. После этого застройщики смогут, во-первых, снесут те дома, которые находятся на этой территории. Тем самым, конечно, и наши вопросы помогут решить. И приступят уже к изысканиям, проектированию, госэкспертизе и непосредственно стройке. В Якутске стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, крупнейшего интеллектуального состязания в стране. Участие примут ученики из районных и столичных школ. В январе они будут соревноваться по таким предметам, как биология, информатика, история и русский язык. В феврале по математике, экологии, литературе и иностранным языкам. А завершится региональный этап под конец зимы по основам безопасности и защиты Родины, а также по искусству. Победители и призеры получат возможность пройти на всероссийский уровень и побороться за шанс попасть в состав сборных команд России для участия в международных олимпиадах. По экономике сегодня у нас проходит в стенах нашего университета региональный этап. У нас принимают участие победители. Это около 60 детей из центральных улусов, в том числе есть из южных, это Снерингри, с северных Жиганский, Тампонский, Верхоянские улусы и, конечно же, Вилюйская группа улусов. После регионального этапа, когда станут уже известны результаты окончательные, ребята будут направлены на заключительный этап. Мы переходим к другим новостям. Вот космос всегда был территорией мечты, но сегодня он становится все ближе благодаря тем, что создает, что это будущее уже здесь, на Земле. И яркий пример истории первого якутского спутника «Челбон» — это не просто аппарат на орбите, а результат многолетней работы энтузиастов, педагогов и талантливых школьников. Сегодня у нас в гостях Юрий Романов, учитель физико-технического лицея имени Владимира Петровича Ларионова, преподаватель кванториума, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, и Андрей Петров, студент Китайского университета, главный инженер космического проекта в Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Николаевич, с какого момента вы начали работать с ребятами именно по космической теме? То есть вот удивительно же, космос как будто бы так далеко и так близко. Более 20 лет назад я вот советский человек, да, вырос на достижениях советской космонавтики, да, и с малых лет интересовался космонавтикой. И вот, оказавшись в школе, вот я подумал, давай попробую заинтересовать детей космонавтикой. И дела сразу пошли, и это заметил первый президент Михаил Ефимович Николаев. И вот после того, как он познакомился с нашей работой, он позвал себя в Москву и вот попросил меня вот более масштабно работать, да, наладить связи с космическими, скажем, музеями, там, организациями, педагогами. Дело пошло. Здорово. Угу. Андрей, скажите, какую роль в развитии проекта сыграла Малая академия наук? Малая академия наук нам дала вообще простор для творчества и возможности для реализации. Как школьниками путем проведения смен различных, приглашения специалистов из организаций профильных, они нас обучали. А как взрослыми они нас пригласили на работу и дали тоже простор для реализации. То есть мы этим МКА занимались как взрослые, как сотрудники МАН. И вот МАН нам предоставляла всестороннюю поддержку, и самое главное, они нам, как инженерам, они не мешали. Это тоже немаловажно.
Андрей, что представляет вообще вот спутник Челбон? Вот здесь, видимо, макет, да, получается у нас? Да, это массово-габаритный макет, его создали ребята из Кванториума. Аппарат — это так называемый CubeSat 1U, то есть он вот такого размера, 10 на 10 на 10 сантиметров по сторонам, и массой аппарат наш 1211 грамм. То есть это такой вот маленький кубик. По всем сторонам у него солнечные панели, у него сверху есть антенны, и он полноценный космический аппарат. Все системы, как у взрослых аппаратов, у него есть, но он просто такой маленький. Вот здесь вот какая-то схема у нас сложная. Да, здесь так называемая полезная нагрузка космического аппарата. Эта плата встраивается внутрь платформы, так называемой, вспомогательных систем, и она как бы придает спутнику его целевую задачу, его предназначение она составляет. То есть у нас на борту стоит здесь научные модули, это гамма-спектрометр, и специальный модуль, на который школьники Малой академии наук во время смен образовательных будут свои программы загружать прямо на борт. То есть на спутнике у детей будут выполняться собственные программы, собственные эксперименты, которые они будут писать. То есть развитие, получается, продолжается, и сейчас будет уже опробирование программ школьников, сбор информации благодаря этому спутнику для дальнейшего обобщения. Да. Ну, очень интересно. Да. Юрий Николаевич, скажите, вот какими были ваши личные впечатления от запуска? Вот я до сих пор думаю, это сон был или наяву было, да, потому что я давно мечтал, конечно, побывать на космодроме, да. Кстати, мой один ученик уже был вот на Байконуре и на первом запуске с Восточного. Вот мне спустя через 9 лет после вот первого запуска на Восточном оказаться на космодроме, о котором я мечтал в детстве, да. Вот сейчас я... Неужели это был перед новогодним сон или что? Вот это, да? Да, ага. Ну, впечатления очень такие глубокие. Ну, здорово, когда мечты сбываются, тем более, что вы их реализуете еще и через будущее поколение. Наверняка в дальнейшем ваши ученики не раз еще побывают. А какие вообще дальнейшие планы? Вот запустили, получается, программу загрузили, но сейчас будут какие-то подгружать программы, обобщать, и ради чего все это происходит? Ну, сейчас у нас краткосрочный план — это завершение испытаний. 28 января мы его полностью введем в эксплуатацию, то есть испытания с нашей стороны завершатся. Дальше у нас во время миссии, мы ее рассчитываем от 3 до 5 лет. У нас будут радиолюбительские события различные. Каждый месяц мы будем передачи, открытки передавать с борта, чтобы радиолюбители из всего мира их могли принимать. И научная программа у нас распланирована. А когда этот аппарат уже сойдет с орбиты, завершит миссию, мы будем строить будущее. У нас в планах разработка аппарата своего полностью с нуля. То есть здесь у нас аппарат — это платформа плюс ПН. Мы только ПН разрабатывали, Якутия, а платформа у нас компания ООО «Спутникс», то есть Москва. Надежная платформа, но мы хотим свою полностью изготовить. Ну, такая достаточно масштабная программа действий, да? А вот на базе вообще тех данных, которые будут собраны спутником, какие-то работы ребята пишут свои собственные? Да, уже прямо сейчас тут конференция «Шаг в будущее». У нас есть один проект по использованию данных с МК Челбон. Мы, конечно, данные сейчас отдать не можем, потому что аппарат на испытаниях, но проекты уже готовятся. Как только данные будут, мы уже приступим к работе. То есть мы получим полноценные научно-практические работы на опробировании данных, и сводки. Это полноценная научная работа, на которой можно диссертацию написать. Это вообще фантастика. На самом деле, да. Юрий Николаевич, скажите, а что вы можете сказать школьникам о том, где искать мотивацию для изучения космоса? Сейчас интерес к космонавтике возрождается. Я очень рад. Сейчас очень много разных, скажем, конкурсов, много материалов в интернете. Да. Я сказал бы, что космос, космонавтика — это шире, чем обычная география, это глубже, чем IT. Кстати, Андрей скромно промолчал, что плата — их разработка, полностью их разработка. Пайка, компоновка, все. Вот технологии такие. Поздравляем вас с вашими достижениями. Мы искренне, я думаю, от всей республики гордимся вашими успехами. Желаем, чтобы в дальнейшем, правда, у нас было не только свое ПО, но и полностью полноценный наш спутник, которым мы тоже будем интересоваться и ждать его вестей с орбиты. Спасибо большое. Вообще все начинается с семьи, в том числе и интерес к тем или научным изысканиям. Семья — это самое главное плечо, получается, к которому мы можем положиться, но и самый веселый источник загадок. Но вы уверены, что хорошо знаете вкусы своей второй половинки и самые интересные идеи и мысли любимых сорванцов?
А сможете угадать, как ответит на каверзный вопрос ваша теща? Настало время для нашей постоянной рубрики «Дела семейные», где сегодня нас ждет рассказ об увлекательном способе провести время всей семьей – семейный квест. Всем доброе утро! Сегодня хочу рассказать вам про такую интересную игру, которая называется «Семейные ценности». Игра организовывается в форме квеста, то есть вот эти вот бумаги мы раскладываем по дому, чтобы ребенок в форме игры уже мог их найти. Здесь пишем различные задания. Например, это может быть спеть песню, или рассказать стихотворение, рассказать какую-то смешную историю про семью. То есть то, что именно связывает вас с вашим ребенком. Наше любимое занятие. Так. Вот я написала задание для ребенка про разные вопросы про семейные традиции. И давайте спрячем их по дому и посмотрим, как ребенок с этим справится. Так. Вот сюда. Сюда. Последнее задание. Все готово. Милана, можешь искать? Ага, иди к цветочку. Какой у папы главный день? День папы и день рождения. Как проходит твой день в школе? Если ребенку сложно отвечать на вопросы, то здесь уже может включиться родитель или старшая сестра или брат, ну то есть тот человек, с кем играет ребенок, и задавать наводящие вопросы. Например, что у тебя интересного было в школе? Ну, когда мы изучали морских животных и про птиц. И про птиц? А с кем ты играла сегодня в школе? С девочкой. С девочкой. Как ее зовут? Алиса. Наше любимое занятие. Ходить по воскресеньям кататься на коньках, еще в кафе ходить, еще мы гулять ходим и к бабушке ходим. Спой песню о маме или папе. Мама – самый лучший друг на свете, будет с вами рядом всегда. И случится вдруг, вырастешь, и все. Молодец! Любимое занятие у мамы. Мама любит отдыхать и смотреть фильмы. Играя в игру «Семейные ценности», вы укрепляете отношения со своим ребенком. И очень важно привлекать и старших детей, и бабушек, и дедушек, и папу. То есть здесь неограниченная фантазия на ваше усмотрение. Можно делиться на команды, можно устраивать различные квесты на перегонки, чтобы дети уже играли, например, за приз какой-то. Берегите свою семью и до новых встреч! Ну а с детских лет мы постоянно учимся и получаем новые знания. Но со временем те базовые знания, которые мы получили, например, в школьные годы, немного забываются. Освежить их, вспомнить и заодно проверить себя нам поможет Анна Шкатуляк и рубрика «Говорим правильно».
Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть такие слова, правописание которых объяснить нельзя. Обычно такие слова называют словарными. То есть узнать о их правописании можно только в словаре, а объяснить никак нельзя. Именно на знание таких словарных слов и проводили в школе словарные диктанты. И сегодня мы с вами тоже проведем маленький словарный диктант, только в устной форме. А делать мы будем его так. Я буду говорить вам значение словарного слова, а вы вспоминать, что это за слово и как оно пишется. Итак, начнем. Первое слово. Слушайте внимательно. Художественно оформленное основание или постамент, на который ставят статую, памятник, вазу, чтобы выделить их и приподнять над землей. Угадали, что это за слово? Раз, два, три. Конечно же, это слово пьедестал. Оно пишется с буквами Е. Пьедестал и с мягким знаком. Ну что, готовы приступить к следующему слову? Итак, следующее слово имеет такое значение. Это пространство перед главным входом в общественное здание, своего рода большая прихожка, в которой люди встречаются, расходятся по другим помещениям или распределяются по группам. Угадали? В каждом общественном здании есть такое помещение. Всегда. Угадали? Конечно же, это слово вестибюль. Вестибюль. Слово красивое, французское, пишется с буквами Е, И и мягким знаком на конце. Вестибюль. Итак, третье слово. Это традиционный русский салат, который включает в себя отварные овощи. Свеклу, картошку, морковку, а еще квашеную капусту и огурцы соленые. Угадали, что это за слово? Салат простой, а вот слово-то непростое, а с орфографическими сложностями. Это слово винегрет с буквой Т на конце и с первой гласной И. Давайте говорить правильно, и все словарные слова нам будут нипочем. Всего доброго! По данным ЮНЕСКО, опубликованным в 2022 году, уровень грамотности в мире постоянно растет. Но, тем не менее, каждый 10-й житель Земли не умеет читать и писать. Мы по-разному говорим с преподавателем, ребенком, продавцом в магазине и приятелем детства. И это нормально. Чем богаче языковой арсенал человека, тем точнее он может выразить свою мысль. Это увеличивает шансы на правильное понимание. Ну а помогает нам в развитии грамотной речи, в расширении кругозора, приобретении новых знаний, конечно, книги. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Книжная полка» я хочу познакомить вас с книгой «Предания, мифы и легенды народа Саха» из знаменитой серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Эта книга была составлена знаменитыми учеными-этнографами XX века под руководством этнографа Николая Алексеева. Издана она в 1995 году в издательстве «Наука» в городе Новосибирске. Но несмотря на то, что она была издана 30 лет тому назад, до сегодняшнего дня эта книга не теряет своей актуальности. Этот том – уникальное собрание исторических преданий, которые знакомит вас с мифами, легендами о выдающихся личностях фольклорных, так и исторических. Здесь представлены циклы 3 легенд и преданий. Первая – это легенды об Амагое и Алее, пришедших сюда из юга на территории Якутии. Второе – это о Тыгыме Тойоне и о событиях 17-18 века. Третий цикл преданий о бунтаре Манчары, чья жизнь протекала в начале XIX века, и эти предания раскрывают устройство, быт
жизнь людей того периода. Также в этой книге особое место занимают мифы, легенды о божествах, о бичи, о духах природы и так далее. Эта книга станет замечательным проводником традиционный мир верований, мифологию народа Саха и станет вашим лучшим другом. Она предназначена не только для исследователей, но и для широкого круга читателей. Всем еще раз доброго утра, кто к нам присоединился. Далее мы предлагаем вам узнать, какие знаменательные события связаны с сегодняшним днем. На календаре 13 января, День российской печати. По народному календарю Васильева коляда, Васильев вечер. Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Также Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились. Также ночью следовало следить за погодой. И если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год. И если с запада – к изобилию молока и рыбы. С востока – к урожаю фруктов и ягод. А вот много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор. Этот день в истории. 1830 вышел первый номер литературной газеты. 1858 поступила в обращение первая российская почтовая марка. 1872 в России начала работу служба погоды. 1874 год в России принят устав о воинской повинности. 1940 завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола Георгий Седов. 1945 началась восточно-прусская стратегическая наступательная операция советских войск. В этот день родились Александр Ланжерон, русский военный деятель французского происхождения, граф. Николай Бекетов, русский физико-химик, академик. Василий Шульгин, русский политический деятель, монархист, публицист. Михаил Горикер, советский военный деятель, генерал-майор технических войск. Лев Кулешов, советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства. Илья Лившиц, советский физик-теоретик, академик. Аркадий Вайнер, советский и российский писатель, сценарист и драматург. Ирина Апексимова, российская актриса, режиссер, певица, телеведущая, заслуженная артистка России. Именины сегодня отмечают Михаил и Петр. Ну а мы поздравляем всех именинников этого дня и хотим особо поздравить наших коллег-журналистов. Ведь сегодня День российской печати. Праздник тех, кто связан с выпуском печатной продукции, электронных изданий и для всех работников средств массовой информации. В этот день не обойтись без традиционных поздравлений всем, кто изо дня в день трудится, не только издавая печатные версии журналов и газет, но и развивая цифровые аналоги, которые в настоящее время уже превосходят печатную продукцию. Сегодня знаменательный день для всех журналистов и работников печатных средств массовой информации России. Традиционно к этому празднику присоединяется вся журналистская братья. Цели и задачи для всех едины. День российской печати – праздник, который отмечается с 1991 года, имеет исторические корни. В 1703 году вышел первый выпуск первой российской печатной газеты «Ведомости», основанный указом Петра I. В этот праздничный день мы прежде всего выражаем огромную благодарность всем нашим ветеранам-журналистам, благодаря которым и сохраняются история, традиции, прошлое и настоящее. Сколько бы ни прошло времени, постулаты журналистики неизменны. Сбор и правдивая передача информации, объективное и достоверное информирование общества – это главное в профессии журналиста. От имени Союза журналистов Якутии поздравляю всех коллег. В год единства народов России будем едины в стремлении жить в мире и согласии, строить настоящее и будущее нашей Родины. Поздравляю с Днем российской печати, друзья! Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, неустанного творческого поиска, мира, благополучия вам и вашим близким.
День печати — это не только день истории, но и праздник того, как традиционные медиа находят вдохновение и новые формы в цифровую эпоху. Газета «Сегодня» — это целые миры, где статья на бумаге продолжается в онлайн-обсуждении, а журналист одновременно работает и для печатного номера, и для соцсетей. Как это работает изнутри и каким будет будущее у этого синтеза? Поговорим об этом с Нургуяной Стручковой, руководителем медиакомпании «Саха Печать». Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас сразу с праздником. Очень приятно, что вы нашли время к нам прийти. Ну и, конечно, всегда интересно, когда встречаешь творческого человека, узнать его историю. Вот с чего началась ваша история в печати? У меня история началась, что я была юным корреспондентом детского издательства «Кескиль», с «Молодых ногтей», нашей районки Эркею Мегина Кангаласского улуса, да, и публикации в газете тогда, да, они выходили, ну, как сказать, с периодичностью, и вся школа знала, что вот есть такая Нургуяна, которая описывает события, которые происходят в школе, в газете. Ну, это почти знаменитость в те времена. Да, в те времена это было так. Но сейчас, говоря о современности, чем сегодня живет крупное издательство, это все еще в первую очередь про выпуск газет или же уже про что-то еще иное? Да, это, конечно, про выпуск газет, да, и журналов в том числе. Это все районные издания. У нас в каждом районе республики издаются свои газеты. Я благодарна нашим читателям. Я хочу сегодня поздравить их тоже, да, потому что это газеты с большой историей. У нас самой младшей газете, это «Индустрия Севера», которая выходит в Нерингли, потому что Нерингли сам молодой город, да, 50 лет газете, а остальным вот до 95 у нас самая старая газета — это «Алданский рабочий», который скоро будет 100 лет. Ничего себе. Да. Такая масштабная история, и как вот эта история меняется с учетом цифровизации. То есть все уходят в сеть, как это меняет не только саму газету, само восприятие информации, но как это меняет специфику работы корреспондентов и редакции? Конечно, это очень много меняет в работе редакции. У нас и в социальных сетях, и в сетевом издании. Сетевое издание — это официальные сайты, которые у нас зарегистрированы в Роскомнадзоре. Это официальные издания. Мы за каждое слово несем ответственность и перед читателем, и перед законом. Да? То есть это в первую очередь достоверность. Мы не можем там петь, пою, что вижу, да? То есть это, в отличие от блогерства, это ответственность. Всегда проверка фактов. Это очень много закадровой редакционной работы, которой, конечно, не видно сразу. Да. Ну и цифровизация, конечно, это оперативность, потому что газета, если газета выходит раз в неделю, то у нас в соцсетях новости разлетаются очень быстро. Если вы, наверное, замечали, то информация с районов, интересная, эксклюзивная, это всегда работа наших редакций. То есть какие-то интересные вещи, эксклюзивы, все, что происходит, пурга в Тиксе случилось, да, это редакция «Моей Арктики». Если там где-то что-то интересное в Уселданском районе произошло, это редакция «Мюрюсархата», это в Уселданском районе. И так по всем расходится информация именно благодаря вот цифровизации и у нас в республике, в нашем информационном поле, и уходит на федеральные каналы, очень часто это бывает, и звонят из федеральных телеканалов, спрашивают, да, мы часто в последнее время выступаем в качестве тех, и кого цитируют, тех, кого приглашают, это вот благодаря цифровизации, потому что, ну, газету бы, наверное, никто бы не прочитал где-то там в Москве, а здесь через работу соцсети, оперативная, быстро, она расходится, ну, мгновенно. Ну, получается, открываются новые горизонты. Да, да. Но если так в целом смотреть, сейчас в соцсетях, когда читаешь новости, это обычно такой короткий формат, да, то есть, ну, несколько там предложений, может быть, абзацев. Вот, а бумажный вариант — это нечто другое. Вот на ваш взгляд, как думаете, вот что самое ценное вот ищет читатель именно бумажного варианта газеты?
Я сейчас скажу так, да, у нас искусственный интеллект сегодня создает любые тексты. Нужно немножко подправить, и можно все что угодно выпустить, кому угодно, какого угодно сложности тексты, да. Но очень легко отличить то, что написано человеческим мозгом, да, и то, что сделано искусственным интеллектом. Это сейчас очень заметно. И ценность в том, что мы создаем человеческим трудом, мозгом, душой, сердцем тексты, которые заходят человеку в душу. Мне кажется так, это самое ценное, потому что те, кто даже не читает газеты, у меня сегодня очень многие спрашивают, а разве газеты сегодня выходят, их кто читает? Есть читатели, и даже вот эта среда, да, атмосфера, она влияет, где есть создаваемые человеческим умом тексты, они влияют и на тех, кто не читает газеты, потому что это сохранение языка, это другое мышление, это совершенно, вот, как сказать, другой уровень квалификации. Спасибо большое за душевную беседу. Ну, это у нас буквально немножко времени осталось. Поздравления вашим коллегам. Хочется услышать от вас. Я поздравляю и вас, наших коллег, и всех, кто причастен к нашей профессии. Это наши уважаемые ветераны. Мы стоим на плечах атлантов, на том, что ими создано, да? И наших общественных корреспондентов, и коллектива редакции, конечно. Желаю всем вдохновения и творческой энергии. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из блока новостей. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. За этой установкой все будущее отечественной промышленности. Ученые СВФУ разработали новый метод получения графена, материала будущего, чьи выдающиеся физико-химические свойства позволяют применять его в производстве электроники и в энергетике. Синтезировать графен ученым позволяет установка быстрого джоулевого нагрева. Как отмечает руководитель проекта Айсен Прокопьев, его команда ученых уже запатентовала несколько разработок технологии и написала ряд научных статей, опубликованных в международных престижных журналах. В планах у исследователей вывести технологию на рынок. Почему именно графен? Потому что графен обладает выдающимися физико-химическими свойствами, которые могут быть использованы в качестве переходного материала для электроники. Сейчас кремниевая электроника, а графен может выступить в качестве замещения вот этой кремниевой электроники. Так что по России Якутия может быть является лицом графеновой индустрии, чисто по турбостратному графену. В Якутске проходит 30-я научная конференция «Шаг в будущее». До 14 января Центр «Триумф» станет главной площадкой для более чем 1500 юных исследователей со всей республики. В этом году престижный конкурс отмечает свое 30-летие. Участники представят результаты многолетних трудов и уникальных научных разработок. Помимо экспертной оценки, повлиять на итоги конференции могут и жители Якутии. В рамках специальной номинации «Общественный выбор» открыто народное голосование. За лучшие проекты отдать свой голос можно на официальной странице Малой академии наук республики и в социальной сети ВКонтакте. Если сказать, что в первой конференции было всего 4 секции, подсекции, то сейчас их уже 45, и это идет дифференциация. Во-первых, увеличивается количество участников. У нас сейчас уже более 1500 в очном формате и онлайн-формат, и в результате появляются возможности для появления новых подсекций. А новые подсекции – это, по сути, реакция образования, исследовательских проектов на те или иные вызовы. 32 школьника из разных районов Якутии побывали на Кремлевской елке. В их числе дети погибших бойцов СВО, победители олимпиад и соревнований. Ребята увидели яркие сказочные постановки и концертные программы. В рамках поездки школьники побывали на елке Победы, в Музее Победы и приняли участие в квесте. Всем участникам вручили новогодние подарки.
Кроме того, дети сами стали частью программы, исполнили якутские песни и передали обереги Харысхал для участников СФО, изготовленные в Хандекской школе. Мероприятия принесли детям такие положительные эмоции, впечатления. Кремлевская елка для детей, участников специальной военной операции, принесла не только радость. Здесь были отмечены старания, настойчивость детей. Ну и, конечно же, это придает поддержку, января поддержки и уверенность в детей. В Якутске началась подготовка к крещенским купаниям. С 18 по 20 января жители и гости города смогут окунуться в прорубь на протоке Лены. Ведутся работы по обеспечению безопасности и комфорта. Отбор проб воды, подготовка территории и путей подъезда, установка теплых палаток и прорубей. Также будут организованы спецавтобусы для перевозки участников. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Ну, мы, как всегда, желаем всем хорошего рабочего дня, отличного настроения. Встретимся с вами обязательно завтра, чтобы зарядиться энергией на всю рабочую неделю. Ну, я надеюсь, что сегодняшний наш выпуск подготовил вас к новому рабочему дню. Сегодня у нас вторник, увидимся мы с вами уже завтра в среду. Ну и, конечно, желаем продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. До новых встреч!